Турок-казах из Восточного Туркестана 13 июня приземлился в аэропорту Стамбула в поисках убежища в Турции, так как существовала опасность быть отправленным обратно в Китай из Казахстана, где он проживал в последнее время. Но его не пустили в страну, и он столкнулся с опасностью высылки обратно в Казахстан. Гайрет Эрбилек, которому не разрешили въехать в Турцию, был задержан в аэропорту Стамбула и проинформирован, что завтра его отправят обратно в Казахстан. Уйгурские правозащитники обеспокоены опасностью отправки Эрбилека обратно в Китай из Казахстана. Сообщается, что два турка-уйгура, задержанные жестокой китайской администрацией во время массовых арестов в Восточном Туркестане, погибли в тюрьме. Местный торговец Хаджи Ахун, 70 лет, и его жена Мехперимхан, 60 лет, заключенные в тюрьму в рамках практики произвольного задержания, инициированной Китаем в 2017 году, скончались в тюрьме. Согласно расследованию, выяснилось, что двое турок-уйгуров в 2019 году были приговорены к 10 годам лишения свободы за участие в незаконной религиозной деятельности. Министерство торговли США включило 43 компании, 31 из которых являются китайскими, в список компаний, которых следует держать под контролем. Среди компаний, включенных в список экспортного контроля, была Frontier Service Group, охранная и авиационная компания, которая поддерживала обучение китайских военных пилотов. В список добавлена Академия испытательных полетов Южной Африки, которая нанимает бывших британских пилотов для обучения китайских пилотов. Новое генеральное консульство Турции в Китае открылось в городе Чэнду, центре провинции Сычуань в юго-западной части страны. В своем выступлении на церемонии посол Турции в Пекине Исмаил Хаки Муса заявил, что генеральное консульство Чэнду является пятым представительством Турции в Китае после посольства в Пекине и генеральных консульств в Шанхае, Гонконге и Гуанчжоу. После того, как самолет, вылетевший из Лахора в Пакистане, приземлился в Урумчи, столице Восточного Туркестана, полеты между двумя городами официально возобновились. Рейс, выполняемый China Southern Airlines, является вторым после Исламабада воздушным маршрутом, соединяющим Урумчи и Пакистан. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай старается помешать действиям, мешающим наращиванию его военного потенциала по всему миру. Отметив, что были предприняты дипломатические шаги, чтобы помешать усилиям Китая по увеличению своего военного потенциала, Блинкен сказал, что администрация бывшего президента Дональда Трампа знает о деятельности Китая по сбору разведданных на Кубе, но не совершает достаточно прогрессивных усилий для предотвращения этого.